Повышение уровня воды из-за дождей в Иркутской области река Витим может выйти из русла. 80 тысяч для помощи ребенку. Гости из Сахаланхо приняли участие в благотворительной акции. Профессионализм, ловкость и скорость. Пожарные Нерюнгри померились силами в пожарном биатлоне. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Сегодня состоялся 4-й открытый форум прокуратуры, посвященный вопросам обеспечения пожарной безопасности лесов и прилегающих к ним населенных пунктов. Отмечено, что вопросы о защищенности населенных пунктов и лесов республики от лесных пожаров представляют особую значимость для всего населения региона. Проведение форума призвано обеспечить выработку и реализацию совместных мер по их профилактике. Только в текущем году в зоне обслуживания зарегистрировано более 100 лесных пожаров. Сумма ущерба составила около 30 миллионов рублей. Несмотря на принимаемые органами государственной власти, местного самоуправления, реализующими полномочия в данной сфере учреждениями меры, ситуация остается напряженной, о чем свидетельствуют и результаты проверок прокуроров, которыми в преддверии пожароопасного сезона 2018 года и в период его прохождения принято более 340 актов прокурорского реагирования. Повышение уровня воды ожидается на реке Витим из-за обильных осадков, прошедших в Иркутской области. Максимальные отметки по прогнозам гидрометцентра будут достигнуты сегодня. Специалисты отметили, что выход воды на пойму опасности в себе не несет. Также они добавили, что с вечера следующего дня уровни воды в реках пойдут на спад. В Якутии вынесено 81 разрешение на регулирование численности медведей, добыто 9 особей. Как отметили в Министерстве экологии и природопользования, количество случаев приближения к населенным пунктам и возникновения угрозы жизни и здоровью людей со стороны бурого медведя ежегодно увеличивается. Так, в 2016 году вынесено 138 решений, зарегистрировано 7 случаев нападения на людей, 1 со смертельным исходом. В 2017 году решений принято уже 145. Причинами увеличения количества хищников называют недропользование из-за нехватки кадровых охотников, высокая стоимость налогового сбора на выдачу разрешений на добычу бурого медведя, миграция из соседних регионов из-за пожаров, увеличение кормовой базы и высокая рождаемость. В Якутске официально стартовали международные интеллектуальные игры. Церемония открытия прошла накануне в спорткомплексе «Триумф». Сарглана Захарова расскажет подробнее. Более 900 человек собрались под крышей Центра спортивной подготовки «Триумф» в Якутске, чтобы стать свидетелями по-настоящему исторического события открытия первых международных интеллектуальных игр. Это дети, участники конкурсной и внеконкурсной программы, эксперты, тьюторы, приглашенные гости из 22 стран мира. В комплексе царит дружественная атмосфера, дети готовы к новым знакомствам, новым знаниям, открытиям и, конечно, насыщенной конкурсной и внеконкурсной программе. Здесь очень хорошо. Я очень рада, что могу быть здесь. Надеюсь встретить много хороших людей и получить новые знания. Ожидаю разнообразия, много чего нового и всего наилучшего. Я надеюсь найти на играх новых друзей и, конечно, достигнуть высоких результатов. Это открытие было очень крутым. Я ожидаю, что все соревнования пройдет в таком духе и надеюсь на хорошее место. В своем выступлении на открытии международных интеллектуальных игр исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов отметил, сегодняшнее событие станет важным шагом построения такой глобальной интеллектуальной сети. Залог креативности в разнообразии, в том, чтобы общаться с максимально разными товарищами, друзьями, коллегами по научной работе, учителями. Мир меняется, и он становится действительно глобальным. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, я объявляю первые международные интеллектуальные игры в республике Саха-Якутия открытыми. Церемония открытия завершилась яркой танцевальной постановкой, в сюжет которого вошла история маленького мальчика, который из самых северных краев, несмотря на сложности и трудности, достиг столицы республики для того, чтобы стать участником этого исторического события. Сарглана Захарова, Илья Сурамятников, Якутск. Уже сегодня стартовали соревнования по 3D-моделированию. В них участвуют 29 команд, состоящие из 2 школьников. Это ребята из Якутии и Казахстана. Они будут соревноваться по 2 направлениям – техническом и художественном. Участникам необходимо разработать прототип многофункционального инструмента мультитула для работы с 3D-принтером. Соревнования будут длиться 3 дня.
Учащиеся должны их самостоятельно смоделировать и подготовить к печати на 3D-принтеры. Это задание первого дня. То есть задание второго дня будет озвучено завтра, то есть пока оно не разглашается. Участники опытные, подготовленные в большинстве своем. Достаточно серьезная подготовка. Я уже сказал, то есть это не нулевого уровня ребята, уже они имеют некий опыт работы, умеют работать с этим оборудованием, с принтерами. В Якутске стартовал новый этап битвы блогеров. Участники уже успели попробовать себя в самых различных ролях. Теперь они должны выступить в роли риэлторов. Их задача – продать хотя бы по одной квартире, то есть полностью пройти с потенциальным покупателем по всем инстанциям, предваряющим покупку жилья. Это как квартиры уже в построенных домах, так и в строящихся. Напомним, что битва блогеров проводится с апреля. Из 30 участников на сегодняшний день осталось 10. Победитель конкурса станет обладателем главного приза – квартиры. Сам проект направлен именно на повышение уровня качества жизни в родном городе. Да? Здесь мы с общими усилиями, получается, через такие инструменты, как социальные сети, привлекаем само население к решению этих проблем и совместными усилиями делаем наш город лучше. В дни празднования Исеха Аланхо в Алданском районе алданцы и гости праздника собрали 80 тысяч рублей для приобретения ортезов для 5-летнего мальчика с диагнозом ДЦП. Организаторы акции провели беспроигрышную благотворительную лотерею. Основными призами в розыгрыше были воздушные змеи, смарт-часы, сертификат на посещение парикмахерской. Собранные деньги вручили маме мальчика во время проведения соревнований «Веселые старты» среди 7 районов в честь Дня семьи, любви и верности. Сегодня в Якутске пройдет премьерный показ документального фильма «Генезис 2.0». Сорежиссер картины Максим Арбугаев представит ленту в кинотеатре «Лена». Фильм повествует о том, как охотники за трофеями заняты поисками бесценных сокровищ черного рынка бивней мамонтов. Одна из таких экспедиций обнаруживает прекрасно сохранившиеся останки древнего зверя. Поразительная находка вызвала интерес в биотехнологическом мире. Фрагменты животного с живыми клетками доставляют в лабораторию по клонированию в Южной Корее. Якутская полиция отмечает 100-летний юбилей со дня образования. Мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, начались еще с начала года, а на днях министерство презентовало юбилейную книгу и документальный фильм о становлении и развитии структуры МВД России в регионе. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. 1918 год образования якутской полиции. Вековая история не только набор фактов, но и истории реальных людей. Именно они главные герои юбилейной книги «На страже правопорядка Якутии. История и современность». На сбор материала ушло не больше года. 100 лет еле вместились в 640 страниц. Издание вышло в конце мая. Где-то собственники начали работать в архивах, в библиотеке. И в основном работа велась в музее Министерства внутренних дел имени Дьячковского. Отразили историю якутской полиции и в кинохронике. Документальный фильм показали в одном из кинозалов Якутска. Чтобы передать всю полноту картины, съемочная группа часто ездила в рейды с сотрудниками внутренних органов. Была на съемках с сотрудниками полиции ПДН, ППС, да, с наркоотделом, с убойным. Ездила именно на места преступления, смотрела, как они работают, в каких условиях, с какими людьми они работают. Это для меня было большим открытием. Документальный фильм «100 лет на страже порядка земли Аланхо» посмотрели не только действующие сотрудники, но и ветераны службы. Артистом быть непросто, оказывается, очень. И смотришь себя на экране и думаешь, что вот надо было бы сделать что-то так или по-другому. Какой я, оказывается, не такой, как себе представляюсь. Это интересно. Посмотреть ленту можно сегодня на телеканале «Якутия-24» в 18:15. Юбилейную дату МВД Якутии встречает с положительной статистикой. Республика занимает первое место по раскрываемости преступлений среди всех регионов России. Мы в лидерах и по выявлению фактов коррупции. Однако сами полицейские говорят, главное не цифры, а безопасность якутян. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск. Пожарные и спасатели Нерюнгри сошлись в схватке за кубок главы города. В столице Южной Якутии прошло первенство по пожарному биатлону. Участники продемонстрировали свое мастерство, скорость и ловкость. Подробности далее.
Пожарный биатлон не только яркое и необычное зрелище, но и показатель слаженности боевых расчетов, меткости и мастерства спасательного дела. Соревнования по пожарному биатлону проводились с целью не только выработки морально-волевых качеств, но и повышения культуры пожарной безопасности среди населения. Сегодня проходило мероприятие, которое носит название «Соревнования по пожарному биатлону» на Кубок главы муниципального образования город Нерюнгри. Его учредителем является глава города Нерюнгри, а организаторами этого мероприятия являются Южно-Якутский технологический колледж и Федеральное государственное казенное учреждение 4-й отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Саха-Якутия. В состязаниях приняли участие 4 команды. Пожарные части Нерюнгринского района и сборная команда студентов Южно-Якутского технологического колледжа, обучающихся отделения пожарной безопасности. Пришла болеть за свою дочь. Она у меня участница соревнований сегодняшних от ЮИТК. Мероприятие обалденное, просто супер. Понравилось все. Дочь отлично выступила. Я за нее очень рада и горда. Единственная девочка в команде, поэтому очень рада. Я выложилась по полной. Мы все выложились по полной. Поэтапная борьба накалялась от задания к заданию. Всего организаторы отобрали 7 основных этапов, с которыми огнеборцы и спасатели сталкиваются практически ежедневно. Быстрое надевание одежды, вождение пожарного автомобиля, сбивание установленной мишени, парковка пожарной автоцистерны задним ходом в гараж. Мы прошли. Бывало и лучше, но вроде заняли 1-е место. То, что зрителям казалось простым, на самом деле для участников мероприятия было сложным как морально, так и физически. Каждый просчитывал в голове секунды, не забывая избегать грубых нарушений. Строгая оценка жюри отбирала лучших на призовые места. Думаю, что мероприятие организовано очень на хорошем уровне, просто не хватает, может быть, информационной поддержки немножко. Но учитывая, что мероприятие 1-й раз проводится, сейчас организаторы учтут какие-то нюансы, которые возникают, но нужна практика. А на самом деле самое главное, что от мероприятия. Это заряд энергии и эмоций. Люди переживали, люди считали каждую секунду. Это же самое главное. Я считаю, что мероприятие состоялось. Сами участники и ведущие мероприятия не скрывают, что не все прошло гладко. Так как такое событие в Нерюнгри проводится впервые, на будущее сделаны выводы и учтены все недочеты. Каждая секунда строго учитывалась при распределении мест. 1-е место заняла команда Якутского военизированного горно-спасательного отряда с результатом 6 минут 20 секунд. На 2-м месте оказалась команда пожарной части номер 1 по охране города Нерюнгри с результатом на 13 секунд больше. Закрыла 3-ку лидеров сборная студентов, отстав от лидера на 15 секунд. Лилия Ягудина, Нерюнгри. У меня к этому часу все новости. Хорошего вам дня и оставайтесь с нами.